Называется Святого Петра и Павла. Ага, костел Святого Петра і Павла. Ми йдемо зараз сюди. Я з своєю сябровочкою цудовною. Гэта сьогодні останній день я у Вільнюсі, і тому яна сьогодні мені показує у день уже, по щастю, не вночі. Кстати, на что надо обратить, наверное, первое внимание, есть надпись. Она имеет два значения. Регина Пацис, храни мир во всем мире. Или, сейчас, подождите, вспомню, Регина Пацис, храни семью Пацис. Ага. И тоже вот сам основатель, до конец 17 века не дожил до открытия пару месяцев. А, то бок ён почав його будувати, але не Да, он не дожил до основания, до открытия. Обидно? Да. И сейчас вот самое интересное, еще тоже вот покажу. Он когда... Там можна здимати. Да, там можно снимать. Он завещал, чтобы его похоронили на входе в костел, Угу. так как считал себя грешным, и чтобы его грехи отошли бы, Ага. люди могли бы вот ходить и вытирать об него ноги. А. И также вот он выдал такую фразу, что если я был очень сильно грешен, пускай в мою надгробную плиту ударит молния. Его похоронили, и молния ударила. Клёво. Потом со временем его перехоронили вот именно сюда, в стену. Но теперь исторически неизвестно, или его гроб находится здесь еще на входе, Ага. или он вмурован сюда именно в стену. А, то бок де знаходяться останки Да. невідомо. Они или сюда вложили, вот, его перехоронили, вот он умер в 68-м, его сюда в стену укрывали в 682 году. Чудовно. А да, надо потише, потому что, может быть, идет Служба. Да, служба. Что, ребят? Все пригажусть. Мы видели, что она как бы снаружи невзрачная такая. Но сейчас мы зайдем внутрь. Здається, нема служби. Вот это вот снимай. Это все именно
зроблений з хрусталю. Ён тут, мабуть, не вельмі добре бачить, але ён блістить, ён вельмі яскравий. Я трохи здивована, потому что Это все ручная работа. лепнина. Да. Так, цікаво. Вот не только здесь на стенах, но и на потолке. Все руками сделано. Ну, вельмі пригожа, насправді. Я здивована, дійсно. Гэта все зроблено руками. Мені свариться телефон, коли я його уверх. Не хоче. Ну да. Далі мені заборонено вести. Трохи подійду. Вітаю. Вітаю, вітаю. Ми у костюлі. Святого Петра Павла. Так, Святого Петра і Павла. А у Вільнюсі. Со мною побач чудовний чоловік, який розповідає А, історичні. кстати, для чего вот были такие вот созданы вот эти вот сюда по лестнице, когда уже еще не было микрофонов, в костёл заходил ксенц, и сбоку было лучше эхо проводить службу. Вельмі пригожа. І він прямо от сюди вставав. Да. Тут меч, я бачу. Аньоли, бики. Льви? Пригожа. Так. Ну, вельмі так. Незвичайно. І готе чудовний корабль. Нечто таке цікаве. Ну, ось таку пригожусть я вам сьогодні показую. Я сегодня у день освободилась от своих. Кстати, вулкан. А, сябры, поглядите. Я б вельмі хотела його послухати. Я атеїст, але мені зараз вельмі, ну, аура вельмі така моцна. Вот захватывает, когда сюда Так. ходишь. Кранає, тому що незвичайно пригожа. Такой, видиш, божественно пригожа. Колькі любові, колькі добра укладено у гэты скульптуры, у гэтую ляпніну, і яно все зроблено руками. Это барабан. Можно подойти почитать. Ходить в окна. Так, я не буду читать. Ну, написано please don't touch. Так, чіплять їх ніяк. Просто виставляю. Осторожно. Мені здається, коли ніякі події були, використовували ось таким чином. Ну, тому що я бачу, що їх використовували колись. Так, ну что, тут поглядели. Тут поглядели. Осторожно, наведу фокус. Ось такі. Не зовсім пригожі. Мені здається. Нічто жахливе, да? Так, ну тут, напевно, поглядели. Ну що, їдемо далі? Привіт православним атеїстам. Вітання, вітання. Вельми пригожа. Ми їдемо далі.
Сёння вандруем по Вільнюсу у дзень, не ўначы, як мы любім. Сёння нядзеля, і таму мы тут трохі сёння спрачалі з Грэтай, таму што я прасіла яе за паркоўку плаціць пополам, і Оказалось, что парковка бесплатная. Так, і калі мы дазналіся, што парковка бесплатная, яна пагодзілася такі пополам плаціць. А так, ну, насправді, з мяне тут нават Ты яна... согласна, что выглядит намного красивее, чем она выглядит Так, снаружи? зараз мы яе яшчэ раз пакажам. Ну, слухай, я такая здзівованая вельмі, насправді. Я яе покажу, яго пакажам, гэта касцёл. Вельмі прыгожа. Асабліва там, дзе... О-о, мне зноў тэлефон показывае, што ён хоча есці кашалот. Так, мы зараз едем В республику, наверное, Заречье так, съездим. у Рэспубліку Зарэчча, гэта дзяржава ў дзяржаве, у Вільнюсе. Держава в Ну, державе. знаёма, як ведаеш, Просто такая фишка для туристов. клёва. Едзем за фіш для турыстаў. Зараз я... Ой, уключу пауэр, таму што зноў ён мне есці хоча. Такі ўжо кашалот, капец. Колькі я там пабыла? Мы ж ну, цёпла ж было. Но. Ну, што ён мне? Ж, мама, я есці хочу. Наша Ой. малышка. Ого, я сняла память. Капец. Мы вельмі дрэнна заехали на бордюр. І што мы будем рабіць? Ты ж так не поедешь? Не снимай мой косяк. Я уже зняла его. Нас ЧП. Не снимай, пожалуйста. Я не буду показывать, як яна будзе його ремонтувати, тому що насправді гэта дзявочыя сакрэты, якія нельга паказваць іншым. Вітаю, Василь. Я яшчэ ў Вільнюсе, і мы сёння такое, ну, падарожжа, 2 гадзінкі ў мяне ёсць. Таму можам сабе дазволіць сёння паездзіць трошкі. Моя сябровачка са мной побач, яна сёння паказвае вельмі прыгожае месца. Зараз мы едзем у дзяржаву у дзяржаве. Ну, умоўна, канешне, але гэта такое. Мабыць, дапамагчы нешта? Гамон. А? Гамон, кажу. Да, мне надо скотч. Скотч? У меня нету скотча. А у меня есть только наклейки белорусские.